ребята долго ждали, прибежали как могли. Мы в школу лучшую попали, с удовольствием пришли. Слова поздравления сегодня звучат от самых маленьких учащихся. Третья школа приняла около 50 первоклашек. Объект на 100% готов к образовательному процессу. Разделить с ними это важное событие приехал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. И, судя по эмоциям главного гостя мероприятия, дети ждали с нетерпением. Вам построили дом знаний, дом хороший. И самое главное, это радость для детей. Это радость тому, чтобы получать знания. Это ожидание для учителей, педагогов, потому что они должны иметь условия, чтобы делать свою прекрасную работу, нести знания детям. Поэтому я хотел бы, во-первых, поздравить педагогов, директора школы. Хотел бы сказать спасибо строителю, подрядчику, кто здесь сделал такой прекрасный дом. Все, что мы делаем для будущего. Мы делаем для детей. При ранней встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, он мне сам сказал, у вас там 24 тысячи еще учатся в 2 смены. Детей. Он говорит, надо вот строить. И вот мы строили, и сейчас по статистике у нас 76 еще школ двухсменных. Но 74 уже, они у нас по 2 смену. И знаете, что радует? Независимо, город Назрань, город Магаз, Малгобек и село Балаково или другое село Ачулки, там строятся добротные, хорошие школы. Детям хочу сказать, вот, чтобы вы как губков питали знания, чтобы вы нас заменили в определенное время, применяя свои знания, полученные в школе, последующим высших учебных заведениях или в колледжах. Я вас искренне поздравляю. Эта школа одна из 16, которые были достроены в этом году. Помимо этого, в республике готовы принять дошколят 9 новых детских садов. Ввод в эксплуатацию этих объектов не только снизит очереди в образовательных учреждениях, но и позволит создать свыше 2000 новых рабочих мест. Глава региона также поделился новостью, которая не имеет отношения к сегодняшнему празднику, но без сомнения обрадует всех жителей республики. Я вчера получил весть уже, я это объявил уже. У нас Хидас, глава МОН. Вот, я могу сказать вам, что у нас проект есть, и экспертизу прошли. А вчера мы сообщили нам, что нам по графику до 27 года, 8-го, выделено 8 миллиардов 400 миллионов. Как и во всех современных школах, в Третьей Далаковской созданы все условия для образовательного процесса. Это и актовый зал на 250 мест, столовая на 200 человек и около 70 кабинетов, каждый из которых оборудован всем необходимым. Очень важно, чтобы вы воспользовались этими возможностями здесь. Хочется пожелать педагогам, которые работают в этой школе, чтобы вы использовали вот эти действительно прорывные технологии, которые у вас тут есть, нашли такие инструменты, чтобы вы могли с этими инструментами подготовить вот этих наших детишек. Уважаемые наши детишки, самое ценное в этой жизни, конечно, это доброе, прекрасное лицо и улыбка ваших родителей, ваших матерей. Так порадуйте своих матерей, своих отцов, своей учебой. Добрый путь, мир, знания. Новая школа рассчитана на 720 мест, построена в рамках национального проекта образования, который был инициирован президентом России в 2018 году. Нужно отметить, что школа имеет значительный запас по посадочным местам. На сегодня набрано чуть более 300 детей и есть перспектива набрать еще столько же. Технически оснащенные учебные кабинеты, лаборатории. Затем у нас такие шикарные мастерские именно по обработке дерева, по обработке металла, по обработке ткани. Помимо этого на базе школы создан центр точки роста. Шикарные спортивные площадки, футбольное поле, баскетбольное поле. Помимо этого детские игровые площадки.
Спортивный зал и спортинвентарь, необходимый для занятия по физической культуре, тоже не может оставить равнодушным. Дети долго ждали открытия этой школы. Интернет давно изучен, из контакта не разлучен. Ну, положим, скайп, айпод, школа на урок зовет. Школа хазые, учитель дикие, диктишиты. Каждое образовательное учреждение республики, которое открывается в рамках национальных проектов, имеет свою изюминку. В одних случаях это уголки краеведения, в других какие-то декоративные решения. В третьей далаковской школе это уголок географии. На этом глобусе дети могут визуально найти любую страну мира. Главное не перекрутить его и не пустить земной шар по этому коридору. 1 сентября помимо линейки в школах республики проходят уроки мужества. В гостях у школьников на сегодня защитники Отечества, участники специальной военной операции. В кабинет, где проходит урок, заглянул и глава Ингушетии. Вам создали условия, красивые условия, хорошие условия. А теперь мы ждем от вас отличных знаний. Мужчины идут туда, отстаивают интерес нашей России. Потому что есть школы военные, а мы их уже штук по 30 построили. То есть вообще это правительство России дает нам построить. Вы дали школу нам республики. Вы есть школы сюда, а мы их построили уже десятки. Поэтому да, в общем. И вам удачи в учебе. Давай. Урок мужества для детей проводят двое участников специальной военной операции. Беслам Балаев получил травму и сейчас находится на пенсии. Второй спикер – один из 3 братьев Евлоевых, которые стали известны на всю страну, когда их мужество привел в пример президент России Владимир Путин. Джабраил Евлоев, самый старший из них, сейчас находится дома в отпуске. Он поделился со школьниками о своей службе, боевых буднях, о мужестве и стойкости товарищей. Будущее зависит от них сейчас. Сейчас, я не знаю, такие школы хорошие строят везде. Главное учиться. А все остальное будет потом. Главное учеба. И чтобы они гордились своей республикой, своими родителями, братьями, сестрами и так далее. Главное гордость и уважение друг к другу себе и старшим. Этот день учащиеся 3-й далаковской школы должны запомнить надолго. Мало того, что школа открыла двери 1 сентября в год педагога и наставника, на этом празднике побывал глава Ингушетии и люди, которые стоят на страже границ страны. Муслим Ганиев, Джамалей Султыгов, Новости 24.